Проще говоря. А если мы все сложимся, то мы построим его, который будет давать нам прибыль, кормить нас. Я не халявщик, я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО МММ. Милейшего Леню Голубкова старшее поколение запомнит навсегда. Воруют все и сам обманываться рад. Рефрен лихих 90-х. Вот вы хотели бы стать акционером, ну, например, птицефабрики Зеленецкая? А что? Это не МММ. Реальное и прибыльное производство. Продукцию вы знаете и употребляете. Небольшие, но стабильные дивиденды гарантированы. Лично я бы с пенсии прикупил пару акций на черный день. Но не могу. Они уже украдены. До нас. Фишка в том, что украдены они уже в новых условиях приватизации 21 века. Основное разграбление народного состояния уже закончилось. Теперь надо воровать по правилам. Команда наших двух предпоследних глав республики, Торлопова и Газера, чего-то не учла. И села на скамью подсудимых. Так называемый Газергейт еще не закончился. Хотя одни фигуранты уже вышли на свободу, другие продолжают оспаривать приговор, третьим открывают новые уголовные дела. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один интересный поворот. Юристы называют это прецедентом. Прокурор республики лично подал иск в арбитражный суд Республики Коми о возвращении акций птицефабрика Зеленецкая законному владельцу, то бишь государству. Можно сказать, и нам с вами. Если все получится. Но не будем забегать. Тут есть проблемы. Напомню историю вопроса. Она зафиксирована в протоколах и решениях суда. Так что оспаривать тут особо нечего. В 2008 году правительство Республики Коми решило приватизировать успешное и прибыльное предприятие – птицефабрику Зеленецкая. Не ее одну, но об этом отдельно. К этому времени фабрика не без помощи республики пережила трудные времена кризисов и твердо стояла на собственных ногах. 30% прибыли перечисляла в бюджет, остальные вкладывала в развитие и развивалась. Вы сами видите результаты на прилавках: ассортимент, качество, цена. И это не реклама. Руководство ходило к тогдашнему министру финансов Вячеславу Газеру и доказывало: не надо приватизировать. Мы нормально работаем и даем доход государству. Зачем отдавать предприятие неизвестно кому? На этот вопрос ответа не последовало. Сейчас уже вполне понятно, что ни Газер, тогда всего лишь министр, ни Торлопов, тогда всего лишь глава, ни уж тем более депутаты, утверждавшие план приватизации, ничего не решали. Надо, значит надо. Из материалов суда стало понятно: предельно простая и грубая воровская схема. Сначала 100% акций государственное агентство по имуществу передало уже в полугосударственный фонд поддержки инвестиционных проектов в Республике Коми. В обмен на мифические долговые обязательства последнего. Без всяких публичных аукционов фонд передает акции в компанию «Агрохолдинг». Далее. Практически все акции птицефабрики, исходя из фиктивной заниженной оценки Зеленецкой, по цепочке операций за 1 миллиард рублей продали подставным компаниям группы лиц. А группе лиц чуть ниже. Цена всего пакета акций, согласно оценке экспертов, была тогда около 2,4 миллиардов. Миллиард заплатили. Этот заниженный миллиард поступает на счета фонда и его дочек, но сразу расходуется на приобретение неликвидных мусорных бумаг, вроде необеспеченных векселей и пустых акций подставных компаний той же группы лиц. Теперь о группе. Суд не принял обвинения в организованном преступном сообществе. Все фигуранты дела Газера отвечают сами за себя за конкретные преступления. Лично каждого. Прокурор республики иск подал к ООО «Метлизинг», которая, в свою очередь, принадлежит офшорной компании «Гриттон Бэй». Проблема в том, что настоящих хозяев этого Гриттон Бэя установить невозможно. Многое мог бы сказать главный фигурант дела Газера Алексей Зарубин, но он в бегах. Еще двое из возможных свидетелей умерли странно. Один повесился в камере, другой попал под машину в цвете лет. Зоны сдачи не бывает.
Фигурантов громкого дела можно морить в тюрьме хоть до смерти. Ценные бумаги оформлены не на них. Их владельцы могут в любой момент предъявить законные права на нашу с вами любимую Зеленецкую. До сих пор крайне редко удавалось их вернуть, особенно из офшоров. Но лиха беда начала. Если Сергею Бажутову удастся их вернуть государству, то страшно подумать. Государство может предложить акции и нам, простым гражданам. С аукциона, конечно. Почему бы и нет? Будет народная фабрика Зеленецкая. Чем плохо?